Толстянка или красула – этот гость из Южной Африки уже давно стал любимцем многих цветоводов. Комнатное растение из рода сиккулентов с круглыми листьями, похожими на монеты, иногда называют денежным деревом. Оно не требует особого ухода, но иногда необходимо совершать обрезку. Так оно будет радовать взгляд гораздо дольше. Ведущий агроном Россельхозцентра по Ингушетии Люба Джандигова показала, что делать, если ваше дерево провисает под тяжелым грузом собственной листвы. Использовать я буду ножницы. Это для зелененьких таких молоденьких побегов. А секатор буду использовать для одревесневшей части. И обязательно мы сейчас обработаем инструмент дезинфицирующим средством. То есть продезинфицируем наши инструменты. У моего экземпляра достаточно толстый снизу ствол, так как присутствуют боковые ветки. Когда сбоку растут веточки, они наращивают эту часть. Там, где ветки меньше, она более молодая и потоньше. Осматриваем наш цветок со всех сторон. Отмечаем, что у самого ствола листьев нет. Смотрим дальше. В верхней части замечаем веточку, которая уходит вовнутрь и упирается в стебель. Ее мы будем укорачивать. Если веточка немного одревесневевшая, лучше использовать секатор. Это я делаю для того, чтобы разветвление пошло именно здесь. В данном случае у меня здесь уже боковой побег имеется. И он снова идет внутрь, поэтому я ее просто срезала, эту веточку, а вот когда побег достигнет определенной длины, я ее тоже постараюсь сверху срезать. Вот эту ветвь я буду просто прищипывать. Вот эта веточка, она прикрывает прям вот эти вот небольшие новенькие молодые череночки, поэтому мы ее тоже немного обрежем. Но это мы будем уже делать ножницами. Вот эту веточку мы тоже срезаем ножницами. У всех красул, какой бы сорт мы ни взяли, листья идут поочередно, по горизонтали и по вертикали. А вот этот вот листик и его пара, они росли по вертикали. Соответственно, следующий лист новый пойдет по горизонтали. И вот таким образом мы сможем регулировать направление листиков. Место среза можно замазать древесным варом или активированным углем, но сразу это делать не стоит, только через какое-то время. Но при этом нужно помнить, что если вы оставите их необработанными, надолго на месте пенечка может развиваться загнивание. Свисающую часть тоже необходимо обрезать аккуратно. На этой части мы видим еще один черенок, который можно позже размножить. Здесь у нас получается две ветки накладываются друг на друга. Вот эту толстую часть побега я уберу, и по такому принципу мы продолжаем нашу обрезку. Маленькие срезы можно не замазывать, они сами прекрасно подсушиваются. Если у вас над молодыми листьями нависает какая-то часть, то их тоже лучше срезать. И вот конечный результат. Красула после стрижки, конечно, выглядит не очень, ничего страшного в этом нет. Все быстренько отрастет. У нас главное, чтобы солнца было достаточно. А через некоторое время, как срезы подсохнут, вот они у нас, их очень много, мы их обработаем садовым варом или углем. Через какое-то время можно будет пересадить красулу. Сразу же это делать не рекомендуется, поскольку растение и так пережило стресс. А вот наши отростки можно черенковать, и в дальнейшем из них вырастут множество прекрасных красул.